Мы беседуем с известным государственным и политическим деятелем, первым президентом Республики Адыгея Асланом Джаримовым. Аслан Алиевич, вы вступили в должность президента Республики Адыгея в январе 1992 года, а в августе того же года против Абхазии Грузия развязала войну. Для многих из нас принципиально важно, чтобы все наши зрители услышали и увидели вас и в вашем лице человека, который без колебания поддержал Абхазию, несмотря на пост, который вы занимали тогда, несмотря на то, что официальное руководство России в лице Ельцина и Козырева придерживались другой позиции, скажем так, прогрузинской позиции. Итак, мой вопрос. 14 августа 1992 года началось вторжение грузинских войск в Абхазию. Как и когда начались ваши первые контакты с руководством Абхазии? Ирина, приветствую вас и весь абхазский народ. С Владиславом Григорьевичем Арзенбей я постоянно поддерживал связь. И до конфликта этого, и после этого. До войны, собственно говоря, и после войны. Постоянно поддерживал связи. Ну, что можно сказать? Когда это случилось, ну, для нас было большим шоком. Я сразу же с ним связался, согласовал свои действия и начал связываться с руководителями Северокавказских республик. Территорий, которые были на Северном Кавказе. Я со всеми связался и 26 августа в Армавире провел встречу. Это была моя инициатива. Встречу такую, как нам вести себя. А у всех настроение было поддержать Абхазию. Абхазия небольшая республика, вдруг Грузия пошла на нее задавить, переломать и прочее. Тем более, что в этот день в Абхазии был Верховный Совет, который решал вопросы взаимоотношений с Грузией. И в этот день Грузия, агрессия пошла на нее, на Абхазию. Аслан Алиевич, вот именно по вашей инициативе 26 августа в городе Армавире состоялась встреча первых руководителей регионов Северного Кавказа. И у нас, кстати говоря, очень скудная информация о том, как и что происходило. Если бы какие-то детали вы вспомните, это было бы очень интересно. Вот кому вы звонили, с кем вы связывались, какая была реакция, кто больше вас поддержал? Я связался со всеми руководителями. Кроме Краснодарского, с ним тоже связался, его не было. А остальные все первые руководители или замещающий человек, один или два таких было, собрались в Армавире. Армавир я выбрал, потому что центр края и всего Северного Кавказа был. Я так прикинул, что из Ростова, из Дагестана туда легче добраться. Легче как? Ну, по расстоянию. Вот. Мы встретились там, обсудили вопрос нашествия Грузии, и все единогласно приняли такое решение. Сесть в самолет и полететь в Москву. Ибо без участия России, без влияния России, этот вопрос нельзя было решить. Мы, Чуб Владимир Федорович, губернатор Ростовской области, посадил самолет в Армавире, который летел с Дагестана. Сели мы в этот самолет, ну, не все, а делегацию собрали 5-6 первых руководителей, в которых был я, Коков, Хубиев, Чуб и так далее. И полетели в Москву. К Борису Николаевичу мы не смогли. Тогда он
состояние его было такое, что он не мог принять нас. Вице-президент Русской, с ним он по телефону связывался, и мы все вопросы решили. Борис Николаевич принял, что надо посильнее вмешаться, и тогда, значит, это действие начало проводиться в порядок. Я же с ним, нашествие 14 августа было, 15-16 с ним хотел связаться, он был в Сочи. Но в Сочи он, я потом уже узнал, после, встречался Шеварднадзе и ни с кем не связывался. И поехал не то 17, не то 18 августа в Москву. Вот таким образом это было. А как он воспринял ваш приезд в Москву и ваши такие решительные действия в поддержку Абхазии? Положительно. Все руководители Северного Кавказа были. Он принял положительно. Сам не встретился, но через Русскую передал, что положительно, и все вопросы поставлены нами, он рассмотрит. И рассмотрел. Ну, можно сказать, что в результате этих действий состоялось подписание соглашения от 3 сентября. Да. Вот это было предвестником 3 сентября. И 3 сентября мы опять, все руководители Северного Кавказа, и Шеварднадзе, и Арзенба были приглашены к Ельцину, и все собрались и решали вопрос там. Подписание договора, то есть выйти из этой ситуации. Кстати, в какой обстановке, вы помните, происходило подписание этого соглашения? Какие были там настроения, общая атмосфера какая была? Настроение было очень тягостное. В то же время Борис Николаевич инициативу проявлял. То есть подписание было очень сложным. Арзенба долгое время не подписывал соглашение. Несколько часов длилось это. Потом один, второй, третий, я выступил. Мы все-таки думали, что Арзенбе надо подписать это соглашение. Не подписать я не видел другой перспективы. Арзенба с учетом нажима нашего все-таки подписал. Мне интересно ваше отношение к соглашению. Вы Владислава Григорьевича уговаривали, чтобы он подписал, потому что другого выбора просто не было. Это была безвыходная ситуация, поэтому. Или вы считали, что соглашение все-таки это не утопия, это возможность все-таки остановить войну? Вы верили в то, что этим соглашением можно остановить войну? Все-таки я понадеялся на то, что Шеварднадзе примет это соглашение как руководство к действию, и будет приостановлена война. А там было так: 12 часов 5 сентября прекратить с обеих сторон огонь. Но продолжалась война. И мы все были, как говорят, в напряжении. Я письма 3 подписал Ельцину, 3 письма тоже Шеварднадзе, и вот таким образом все это делалось. С какими трудностями, прежде всего, вы сталкивались, помогая Абхазии и после 3 сентября? Арзенба, как известно, жил в Москве. И когда совещание глав республик России было там, я участвовал. И вдруг думаю, может быть, Арзенба приехал сюда, в Москву, к себе домой сейчас. И дай ему позвоню. Когда я позвонил, он действительно оказался в Москве. И я ему сказал, через самое короткое время приезжай сюда.
Куда сюда? Значит, мы заседали обычно на даче нашей, ну, для глав республик дачи были там. И вот все руководители России, территории имеется в виду, руководители территории, и глава администрации Ельцина, Филатов был тогда. И Арзумба быстро приехал туда, в парке я его встретил и завел туда, значит, на это заседание. Арзумба сел и пообщались со всеми республиками. Башкирия, Татарстан, которые думали помогать Абхазии, но не знали, как. Вот он всех сразу объял, его сразу все приняли, и с этого момента началась помощь еще больше. Вы очень скромно говорите о своих шагах, действиях помощи, но мы знаем очень хорошо, что действовали как настоящий дипломат. Вот эти возможности получить вот такую площадку, как вы сейчас назвали, встретиться с руководителями субъектов Российской Федерации и изложить ситуацию и так далее, таким образом добиться поддержки их моральной, психологической и всякой другой и так далее, это стало возможным благодаря вашей поддержке и вашей деятельности. Скажите, вы тогда вот верили в нашу победу? Мысли были только победа. Победу я верил. Почему? Потому что народ, который и от мала до велика взялся за оружие, поскольку и на него напали, он должен выиграть, тем более при нашей поддержке. Тогда добровольцы, движение добровольцев было большое. Со всех республик Северного Кавказа были добровольцы. Но они нелегально, конечно, потом уже легализовались, но мы знали, что они действуют. У меня, например, был специальный человек, который занимался этим делом. Ну и так далее. Ну, сейчас можно об этом говорить, но это было так. Ваша активность, вот и такая поддержка Абхазии в это время, все же как воспринималась в Кремле? Нажима с Кремля я не ощущал, никакого. Были, я возвращусь еще к трудности, были трудности какие? Была блокада морская Абхазии, Грузии. Мы проходили через эту блокаду ночью, и, ну, как могли, все равно доставляли продовольствие, так и другие материалы. Вот. Э, Потом еще я подружился с начальником воинской части, которая стояла в Абхазии. Сегодня, наверное, можно говорить об этом. Он тоже всячески оказывал помощь. И как вы восприняли начавшееся в Адыгее и вообще на всем Северном Кавказе добровольческое движение? Ну, я сначала осаживал этих ребят. Не надо, мол, там абхазы сами разберутся и так и далее. Но потом смотрю, оно приняло такое движение, и уже, можно сказать, где-то и начал содействовать и в организационное русло это дело вводить. Ну, У я себя. уверена, что вы гордились этими ребятами, но скажите, вот открыто поддерживать, например, скажем, отношения с Конфедерацией народов Кавказа, вот, да, вот с этой общественной организацией, которая в это время была очень влиятельной и так далее, в силу должности, которую вы занимали, вы могли в то время? Да, Шанибова параллельно я приветствовал его действия тоже. Но были товарищи, не буду называть сейчас уже, которые не приветствовали это дело. Не приветствовали. Тоже. Что касается федерального центра, на меня никакого влияния никто не оказывал. Помощь шла своим чередом, никаких или запретов и прочее такого я не ощущал ниоткуда.
После нашей войны, как складывались уже вот контакты, отношения, взаимодействие между вами и руководством Абхазии? Ну, с руководством Абхазии самые близкие отношения были. Владислав Григорьевич, дай ему царство ему небесное, его не любить было нельзя. Человек открытый такой, интересный был. Вот у меня вот в этом же зале, откуда я вещаю сейчас, Мгм. неоднократно Коков, Арзенберг, Жаримов собирались. Неоднократно, я подчеркиваю это. Он мог приехать ночью сюда и ночью уже вернуться. Такое не один раз такое было. Вы в 90-е годы приезжали в Абхазию? Участвовали в празднованиях и так далее, вот в период блокады Абхазии? Я не приезжал, я единственный раз приезжал на 15-летие республики. И я заехал к Арзенба, он болел уже, был на госдаче, заехал к нему, посидел час-полтора с ним и пожал руку, уехал. Через полтора месяца он умер, бедный. Получается, что я попрощался с ним. Аслан Алиевич, а вот в период блокады была какая-то возможность повлиять на российское руководство с целью отменить эту блокаду или смягчить ее? Мы, телеграмм, я слал очень много о блокаде, но нельзя было, ну, трудно было пробить. Я откровенно признаюсь, трудно было пробить эту блокаду. Ну, потом уже, естественно, в конце это случилось, но сначала и продолжительное время мы бомбили. Бомбили телеграммами Ельцину, блокаду, Шеварнадзе. Ну, и трудно было это сделать. Но мы А, находили лазейки и доставляли в тех объемах, которые ну, позволяли. Вы 10 лет руководили Республикой Адыгея. Как вы общаетесь со своим народом? Есть понимание вашего значения, вашего вклада, вашей роли, вашего такого искреннего отношения к своему народу и к своей республике? Значит, я совершенно доволен сейчас, вот сейчас, при нынешнем руководстве, которое в Адыгее есть, что и чтит, и их всяческое содействие оказывает мне, моей семье. Мурат Харальбеевич хорошо ко мне относится. А что касается э, э, предыдущих, Мгм. ну, там были какие-то недопонимания, можно сказать. Я потом не был в Адыгее лет сколько? Года 4 или я был загранкомандировке, был генеральным консулом в армии. И поэтому связи таких не было. А потом уже вернулся, и вот такое вот отношение удовлетворительное имею сейчас. Ну, можно сказать, что нынешняя политическая элита вашей республики учитывает ваш опыт, обращается к вам, советуется с вами, происходит некое такое взаимодействие. Совершенно правильно. Я никого, ну, с открытой, как говорят, забралом лицом иду в народ, народ меня приветствует, я их приветствую так, и ничего меня за душой, или, как говорят,
нет там. Глядя на то, как мы двигаемся, как мы развиваемся, глядя на современную Абхазию, какие у вас есть надежды и какие разочарования? Ну, хочу сказать, что я последнее, особенно время, я не вникаю глубоко в процессы развития Абхазии и не могу судить об этом так хорошо, как, допустим, 20 лет назад или 30 лет назад. Вот. Поэтому я сказать ничего не могу. Всегда желал я Абхазии процветания, самостоятельного развития и всяческих благ народа Абхазии. Э, Вот что я могу сказать. Абхазы, зная ваш вклад в нашу современную историю, в нашу победу, обречены, скажем так, услышать и принять ваши рекомендации, советы и пожелания. Это не тот случай, когда люди могут сказать, не надо нас поучать. Они с удовольствием выслушали бы любые замечания в наш адрес. Замечаний у меня никаких нет. Вот, пожелания только Абхазии процветания. А, Каждый, хочу добавить, каждый Новый год с Абхазии меня поздравляют и подарки привозят. Я желаю Абхазии самостоятельной государственности и вообще государства 54, я считал по карте, 54 государства меньше Адыгеи. Меньше Адыгеи. А Абхазия, ну, больше, чем Адыгея, можно сказать, и по населению, по территории. Какую роль в развитии абхазского государства может сыграть диаспора, и абхазская, и адыгская? Ну, диаспора последние годы, так, лет, наверное, 30, 20 более усиленно, диаспора, которая желает переселяется в Адыгею. Вот. И в Абхазию тоже, я знаю. Вот. Ну, другого, большего переселения ждать трудно, наверное. Ибо сейчас, собственно говоря, весь мир как одна страна, собственно, если так взять. Границы открыты все, и куда хотят, туда едут. Могут навестить сегодня, завтра в Париж поехать и так и далее. В общем, мир изменился. Скажите, а вот оглядываясь назад, вот скажите, вы могли бы жить вне Родины? Вот вы лично, Аслан Алиевич, могли бы жить вне Родины? Нет, нет, совершенно, да, вне родине не могу. Не могу. Спасибо вам большое. Мы благодарим вас за мужество, решительную гражданскую позицию в судьбоносный для нас период. В своих делах, больших прежде всего, мы должны учитывать вас и ваши заслуги перед Абхазией. Здоровья вам и до новых встреч, Аслан Алиевич. Спасибо за интервью. Очень горжусь званием первого гражданина Абхазии. Поэтому и всего доброго вам желаю, Абхазии, процветания. Спасибо вам большое. Здоровья, берегите себя. Мы вас очень любим. Всего доброго.